Здравствуйте, с вами Владимир Рабкин и 30-й юбилейный выпуск Вовна, да еще и к 8 марта. Столько поводов, что мы не удержались и отпустили девчонок-ведущих на заслуженный выходной. И вообще, девушек принято поздравлять парням. Вот я и здесь. Теперь к новостям. Сегодня, как прошел очередной февромарт в новом формате, и как прошел еще один концерт 8 марта. Ну а что, праздник же. День писателей на улице Сыктывкара. Интригующий музыкальный клип. Нет, уже не Little Big. В начале весны Институт гуманитарных наук традиционно отметил февромарт. В этот раз в формате фестиваля. С понедельника по среду студенты побывали на 3 тематических вечерах. А вот на каких именно, расскажет Дарья Филитова. Вместо одного большого концерта – 3-дневный фестиваль, настольные игры, что где когда и даже стрельба из лука. Все, чтобы привлечь студентов. По словам организаторов, изменение формата связано с неудачей в прошлом году. В прошлом году, как показала практика, ребята готовятся к концерту, стараются, придумывают программу, номера, прорабатывают это все. Но в итоге никто не приходит из зрителей. Вот как получилось в прошлом году, к сожалению, на концерт пришло 0 человек. Именно поэтому мы решили ввести вот этот новый формат. Дженга, Диксит, Донетки. Вам это о чем-то говорит? А может, вы знаете мафию, уно или домино? Первый день фестиваля посвящен настольным играм. Студенты смогут сыграть 12 различных настолок. Каждая из них командная. Девочки. Мне кажется, это сплочает студентов, потому что мне кажется очень важно, чтобы институт был такой дружной, веселой компанией. Второй день фестиваля – чемпионат игры «Что, где, когда». За первенство посоревновались 7 команд, в том числе организаторы и выпускники СГУ, которые играли вне зачета. Правильный ответ на вопрос номер 6 – астрономы. На 3-й день февромарта гуманитарии стреляли. Турнир по лучному бою для студентов ИГН прошел в тире «Перестрелка». Как отмечают организаторы, этот вид спорта выбрали из-за его необычности и романтичности. Трудно было собрать команды, потому что думалось, что их будет 3 поначалу. Ибо вчера я смотрел, и их было 3. Сейчас я посмотрел перед тем, как собирать людей, их было 6, плюс еще кто-то подошел. Я такой, интересно, да. Среди участников профессионалов нет, поэтому в зале работают тренеры. Перед началом боя они проводят инструктаж и, конечно же, учат стрелять из лука. Без должной подготовки сделать хотя бы один выстрел очень сложно. Если коротко, то правила турнира всегда разные. В данной ситуации проводим самый простой вариант, это на выбывание, то есть как только в участника попали, он выходит с поля. Многие студенты поучаствовали во всех днях фестиваля. Бутерброд с кофе, сборная журналистов, юристов и международников. Команда заняла 1-е место в интеллектуальной игре «Что, где, когда» и в турнире по лучному бою. Я был на всех 3, получается, на дне настольных игр. Вчера я был на ЧГК и вот сегодня пришел на стрельбище. Почему? Потому что, не знаю, мне интересно. Я особо не ходил на мероприятия в ИГН, и вот тут вдруг решил, последний год надо все-таки попробовать. После февромарта институт традиционно готовится к декаде ИГН. Она пройдет в апреле. Дарья Филитова, Наталья Султанбей, Злата Курашова. Специально для Вовна. 3 марта во всем мире отмечают День писателей. В честь этого праздника Вовн вышел на улицы и провел подробный литературный опрос. Советуем вооружиться блокнотом и ручкой. Вдруг мы откроем для вас новых авторов. Любят, не любят, любят, не любят. Читают жители Сыктывкара. А если любят, то каких авторов, а каких нет? Может быть, жители нашего города готовы прямо сейчас порекомендовать какие-то книги вам? Или наоборот, посоветуют никогда не открывать некоторые произведения. Давайте не будем гадать и поскорее все узнаем. Как часто вы читаете книги? Ну, сейчас уже реже, в принципе. Все прочитано. Самое интересное. Раз в неделю. Да. Читаю, не часто. Газеты, журналы постоянно, книги только когда интересно попадет. Я вообще не читал. Я вырос на улицах. Какой ваш любимый писатель? Какой наш любимый писатель? Пушкин.
Это поэт. Ну, Оруэлл, наверное. Булгаков, наверное. Очень люблю его записки юного врача. Шишов. А не, любимый писатель. Таких не помню. Нелюбимых я и не читаю. Раньше я очень не любила Тютчева и Достоевского. Кто написал Евгения Онегина? Есенин, наверное, нет? Пушкин? Нет. Нет. Пушкин. А романа «Мастера и Маргариты»? Булгаков. Толстой? Нет? Ну это позорище. Булгаков. 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 Кто автор «Маленького принца»? Маленький принц. Хемингуэй. Хемингуэй? Вот помню, не вспомню. Антон де Сент-Экзюпери. Знаете, кто написал «Божественную комедию»? Данте. Я знаю, да, но я не скажу. Данте. Данте. А вы сами писали что-нибудь? Да, я занимаюсь в театре, и мы ставим авторские небольшие постановки, спектакли. Нет, мы далеки от творчества. Нет, мне сказали, что я должна писать, потому что я разговариваю так, речь такая была развитая, но я никак не отважусь. Да. А что вы писали? Фанфики считаются? Да, лучше не знать. Ну, только если в младших классах пытался начинать. А потом? А потом как-то не пошло и бросил. Стихи. И как? Получается немного так. Все еще пишете? Бывает. Фантастику. И книгу написал. Какую книгу? Название сейчас уже не помню, давно написал, но книга фэнтези. Вы можете посоветовать какие-то книги студентам? Исторические, только и все. Джек Лондон, произведение «Белый клык». Ну, Джека Лондона рассказы хорошие. Ну, вообще надо читать классику, конечно. Классику, старые книги – это основа. «Мастер и Маргарита», Булгаков. Вот есть Рой. Интересные книги. Я бы посоветовал почитать «Мастера и Маргариту» и «Войну и мир». Вы не читали Роя? Почитайте. А есть книги, которые вы бы посоветовали никому не читать? Никому не читать? Я, допустим, никогда не любила «Мастера и Маргариту». Эту книгу точно не буду советовать. Толстой «Война и мир». Это очень сложно, на самом деле, по крайней мере, школьникам или студентам. Может быть, Настенька у Сорокина и все. Кто это? Ну, это книга о, скажем, в общем, это взаимоотношения подростков, и там они показаны не в самом лучшем ключе, скажем так. В любой книге есть какой-то смысл, и для каждого разный. Я думаю, каждый найдет для себя в любой книге что-то интересное. Без женщин жить нельзя на свете. 5 марта под таким названием в 8-м корпусе университета прошел праздничный концерт. Посвятили его, конечно, Международному женскому дню. О том, чем порадовали зрители и организаторы, наш следующий материал. Сегодня Центр художественного творчества радует милых дам своими театральными постановками, вокалом и хореографией. Если вы не успели попасть на концерт, не беда. Мы заснимем для вас самые яркие моменты. Изюминка. Мне кажется, каждый номер будет изюминкой. Мальчишки ведущие, парни, кавалеры. И каждый номер, потому что все старались. Я не могу выделить какой-то отдельный номер, еще что-то. То есть это вот, я думаю, что сплошной изюм. На этот концерт я приготовила песню Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Честно говоря, я очень сильно переживала и очень волновалась перед выступлением.
чудесно, великолепно. Я, можно сказать, и пела, и танцевала вместе с ребятами. 1000 лет назад уже была закончена учебная деятельность, и можно сказать, что окунулась в прошлое. А помните клипы на MTV? Как подумаем, такая ностальгия накатывает. Но знаете, мы своего рода тоже MTV, поэтому создали собственный музыкальный клип к 8 марта. А на какой песне? Угадайте сами. Восьмое марта вновь, тебя, моя любовь, хочу я удивить и розу подарить. Я хоть на край земли отправиться готов, купить своей леди букетик цветов. Помогите студенту чеканной монетой, воу-воу. Помогите студенту, зачтется все это вам. Но вдруг пришла беда, нет денег ни черта, и вместо рублей в кошельке пустота. Но верю я в людей, не бросят те в беде. Во имя любимой подайте вы мне. Помогите студенту чеканной монетой, воу-воу. Помогите студенту, зачтется все это вам. Помогите студенту чеканной монетой, воу-воу. Помогите студенту, зачтется все это вам. 5 minutes later. На этой музыкальной ноте у нас все. Надеемся, вам понравился выпуск. И, конечно же, новый ведущий. Ждем отзывы в комментариях, а пока готовьтесь к празднику и хороших вам выходных. Все ведь? Злат, воды. Наташа, бери микрофон.